Расскажите вот по поводу ситуации с вашим задержанием, вашего отношения вообще к политике. Как так получилось? Добрый день, Дима. Также кто смотрит, добрый день. По поводу задержания. Дело в том, что задержание, оно было в 24 году, 24 апреля. Этому предшествовала, можно сказать, с 16 года борьба с властями по поводу трагедии, которая у меня совершилась в 2016 году при заправке автомобиль, баллон один взорвался, и я потерял левую ногу до колена. После чего фактически дело было развалено, и, можно сказать, весь этот период фактически пытался добиться некой справедливости. И уже, можно сказать, на конечном результате этой борьбы, когда я отправил надзорную жалобу, я сам уехал к сыну по возвращению на утро, когда уже с Польши вернулся, меня арестовали. Это было утром в 6 утра. Вот. Также в это время, когда весь этот период был, определенные действия, которые властям не нравятся, это и возле Министерства труда в Минске я выезжал как бы на пикет с лозунгом «Помогите жертве правового социального государства». Когда работал на местной ветстанции завхозом, объявил забастовку, в итоге А когда это уволился. было? В каком году? Забастовка, Да. на радиорации это все тоже писали в свое время. Это был, если я не ошибаюсь, 21 год, наверное, или 22-й. Вот. А что касается возле Министерства труда, это был 20-й год. А до 20-го вы в политике каким-либо образом принимали участие? Ну, я бы не сказал, что я в политике вообще присутствовал, потому что могу сказать одно. Тот режим, который у нас в Беларуси, он мне никогда не нравился. И уже фактически начал я как бы против него высказываться и какие-то свои действия принимать. Это уже после того, как потерял ногу. То есть я увидел, что фактически люди или государство, которое должно было стать на защиту, которое должно было проявить законность, оно этого не сделало. Ну, могу сказать, что была такая, я бы назвал это, скорее всего, коррупция, когда телефонный звонок заменяет закон. Ввиду того, что как бы то ни было, Генеральная прокуратура в конечном результате вынесла протест на эти все решения, которые были председателем Кобринского суда Каберской, которая присудила 10 тысяч рублей морального вреда. Других судей, которые в дальнейшем рассматривали апелляцию, сказать, ну, несправедливость, она была видна наяву, потому что изначально следствие просто уничтожало улики и разваливало дело. Этим занимался Полуянчик, такой следователь по особо важным делам Барановичского следственного комитета, или он межрайонный называется, наверное, правильно. Вот. И впоследствии, когда я уже встретился через даже по этому случаю они не возбудили уголовное дело. И через 1,5 года, как я встретился с Носкевичем, именно он его возбудил, и дальше уже следствие шло, ну, как бы так ни шатка, ни валка, но до какого-то логического завершения оно дошло. В процессе этого задержания у меня было 10 августа 2020 года. Вот, фактически меня привезли в РОВД, можно сказать, бросили на пол, в конечном итоге вызвали скорую и везли на носилках. А так вам Вот, по ходу это я дела, по ходу следствия вам угрожали или там пытались как-то связаться, вообще спросить там, что вам надо, как-нибудь по урегулировать дело? следствию по ноге Да, вот с или... 16-го года и до того, как уже вас Нет, задержали, угроз никаких не было. Угроз никаких не было, но при встречах давление, может быть. давления не было. Просто фактически все, оно тормозилось, и ответы, запросы, которые я писал на них, ответы были фактически все в рамках закона, все справедливо, законно, но в принципе я это все понимал, что это все не так, Мгм.
потому что это было, скорее всего, и связано с той как бы деятельностью, которую я уже начал немножко вести политической, потому что у меня, наверное, с десяток точно обысков было, вот, штрафов много было, фактически уже настолько такие интересные штрафы давали, значит, 10 ноября, кажется, 21 года, или это в 20 году было, я уже не помню. Значит, люди собирались там возле Стеллы, я сам из Кобрина в центре. Ну, и я там находился, и меня задержали. И задержали, все думали, чтобы мне там пришить. И пришили, что распространение запрещенного канала, на тот момент это был Нехта Лайф или Лайт. Задержание мое было 10 числа. 10 числа я сделал репост. Но этот канал стал запрещенным только 23 ноября. Ну, Но они так это, любят задним числом часто делать. ну да, ну я все-таки надеялся на справедливость. Думаю, ну раз здесь, хотя так думаю, ну может быть в Верховном суде. Дошел до Верховного суда. Нигде ничего, все оставили как есть. Ну, последствия, я говорю, уже когда меня арестовали 24 апреля утром 24 года, ну, я скажу, задержание проходило без эксцессов, то есть не было никаких там преувеличения служебных полномочий. Единственное, что я с утра, как встал со второго этажа, увидел, как ОМОН по хутору разбегается. Жена мне снизу кричит: Саша, это милиция. Я говорю, ну, для себя я уже понял, в принципе, потому что я как бы был готов, что они что-то, какую-то провокацию сделают или будут пытаться меня закрыть. Ну, для себя я понял, скорее всего, это будет задержание. Но я рассчитывал, что они меня все-таки выпустят под домашний арест на время суда. Но даже под залог не выпустят. Один опер был из Кобринского РОВД, который за мной приехал, а второй был из Брестского УВД. То есть решение было принято, скорее всего, в Бресте, и это было связано с тем, чтобы я не смог обжаловать свое вот это уголовное, вернее, уголовное дело закончилось, потому что по ноге, а выделили из него гражданское дело, что касалось компенсации и морального вреда. После чего, когда все закончилось, они еще долго внутри торговались, я с ними, чтобы они все хотели мой телефон, я его как раз успел спрятать, забирали у жены и у дочери. Я им говорю, значит, давай договариваться будем. Он говорит, что ты предлагаешь? Я говорю, вот мой телефон в обмен на эти. Но они пошли на этот результат. Вот, и в конце концов, ну, когда это все закончилось, выходили, там дело в том, что на хуторе живу, и приехала автопочта. Автопочта привезла мне возврат надзорной жалобы, которую я написал. Надзорную жалобу я отправлял, значит, с просьбой о том, чтобы освободили от госпошлины. Там был ответ: как уплатите госпошлину, значит, можете опять подать. Ну, я при них это прочитал, при этих гражданах-милиционерах. И говорю жене, ну они уже меня собрались забирать, вот, это на улице все было. И один из них, Кирилл такой, забыл фамилию, на то, что я сказал жене, ты, говорю, оплати госпошлину и отправь это опять. Что он сказал: если вы это сделаете, вы сядете, а дочь в приют пойдет. Ну вот это такие слова. Да, то есть угрожали. А какая статья была тебе? Что тебе пришили? У меня была 361 часть 1 и часть Экстремизм, 2. да. Экстремистское формирование. А с чем это связано? Что они считали как экстремистское формирование? То, что я все вот эти некоторые события освещал на радиорации. А, то есть сотрудничество с экстремистским изданием, окей. Да. Я понял, хорошо. И сколько тебе дали в итоге за все? Значит, изначально 4 года. 4 года дали. И День я за полтора? подал апелляцию. Вину я не признал. На суде я уже отказался с ними разговаривать, потому что, думаю, это бессмысленно. Там что-то им доказывать. Я уже был готов, что у меня будет срок. Вот. Но единственное, я подал надзорную жалобу. И на удивление всех, правда, туда в Минск поехала и жена, и уже третий адвокат, потому что 2 адвокатов лишили лицензии. В Минск поехала жена, и на мое удивление они мне год скостили. То есть 3 года. Да, Ну, редкое,
явление Так вот, достаточно. это вообще исключение. Все удивлялись, когда я об этом говорил. Вот, это Обычно исключение. всегда без Ну и изменений. как? Без изменений обычно всегда. Апелляция Да-да, все время обычно так и остается. только вот со мной Мгм. люди, которые... Я же там все-таки 7 месяцев был в Брестском СИЗО. Вот. Там, конечно, прессовали меня хорошо. Все хотели, чтобы признал вину. Вот. Не знаю, зачем им это надо было, Ну но я как это? насколько Это, смотрел... это ему очень надо. Признал вину, значит уже все, их действия, понимаешь, любые преступные действия, их уже оправданы. Признал вину, ну все же, значит, нормально, по делу, значит, посадили. Дело в том, что кто признал вину или никто не признал вину, я не заметил, чтобы там как-то сроки они сильно Нет, это отличались. вообще не имеет значения. Это для них именно надо, чтобы оправдать их действия. На твоей судьбе это никак не скажется. Поначалу, как бы, когда меня в СИЗО забрали, там тоже интересно было. Ну, ноги нет, там свои болячки. Вот. Ну и была там такая Щитко Люда, врач-терапевт. Она действовала по указаниям. И обычно вот эти вот прессования, этим занимались опера. Был там такой Коленник Илья у нас в Бресте. Он сейчас уже получил подполковника, потому что я его даже фамилию не знал. Меня вот буквально перед освобождением, когда Сорши вернулся с реабилитации, я ребят оттуда встретил, потому что меня в СИЗО там все знали, я там все хаты поменял, наверное. И он говорит, Коленник уже стал зампорор, Мгм. вот. И говорит, там еще большую жесть устроил. Там, говорит, очень жестко стало. Ну и у меня с ним, с этим коленником вначале возник эксцесс. То, что там он меня в своем кабинете избил, а на второй день еще закрыли в карцер. Вот. Пробита была там левая барабанная перепонка. Вот. Ну, так сотрясение было. Ну, тяжковато было. Еще сволочь там. Вот. По этому моменту, между прочим, впоследствии, когда я уже приехал во вторую колонию, в двойку Бобруйскую, там люди, которые со мной были, ну, знаешь, кто там на аресте с Бреста, ну, Мгм. не буду называть человека, он приехал к моей жене и вот все это ей рассказал, как все там происходило. Меня даже не ставила в известность, написала все, описала это в Генеральную прокуратуру. Они вместо того, чтобы проверить это все, пишут ей обратно. Вы не имеете подавать такие жалобы, так как вы Живете не в являетесь диктаторском государстве, да. Какое вы ответчиком имеете по право, да? уголовному делу. Вот. Мгм. Потом она это все, конечно, не оставила так. Она мне распечатала и прислала мне это письмо, где от меня должна быть жалоба в Генеральную прокуратуру. Как ни странно, его пропустили и даже отправили туда. Не хотели, конечно, но она меня практически туда приезжала в месяц раза 3-4. Она меня не видела, но она их там дрюкала по полной. Ну, вернемся мы к Кленнику этому, значит. После того, как он меня избил, я там потом хорошо жена передавала там лекарства, все это вот, то есть было на уровне. После карцера перевели меня в подвальное помещение, чтобы понимал. Я думаю, скорее всего, во всех СИЗО есть такие места, где самые такие условия содержания, ну, скажем так, не то что Да, я в Новодарке в нечеловеческие. Шанхае просидел в 6-3 в подвале, там 9 месяцев в одной камере. А у нас там был подвал, там с 34 по 39 камеру. 39 камера, там, по-моему, я там ни разу не был, слава богу, по-моему, там эти сидели какие-то, ну, там, наверное, духи, как их. Потому что он меня грозил, я тебя в петушатницу кину. Я, блядь, его, смотри, сам не за кукурекой. Правда, не решился он это сделать. В принципе, потом, я так понимаю, от него последовала команда вот этой Щитко. И у меня был как бы постельный режим. Вот, она отменяет этот постельный режим. Я продолжаю лежать. Они меня продолжают вешать там эти замечания. Там, Нарушения, это, рапорты свои нарушения, выписывать да, там, да. там у меня их, я не знаю, может штук 40 было. Прошел суд, там же свидание может быть. Жена Мгм. подает, меня опять в карцер. Она тут же присылает адвоката. Вот, меня с карцера выдергивают, я говорю в карцере. Понял. Она тут же успевает переписать меня, и по выходу должно быть свидание. Мне его там же продлевают. Специально СИЗО. применяют репрессии так, чтобы Ну, тебе да, да. навредить. Оказывают давление. СИЗО было очень Мгм. тяжело мне, очень. Единственное, 1,5 месяца последнее, когда жена узнала, что меня там так терроризируют,
она написала жалобу. И ты не представляешь, ведут меня, я уже думаю, ну, наверное, опять уже когда-то посадят в карцер. Приводят, там такая 31-я камера была, там стоит 2 палаты, унитаз, душ. И я уже последние 1,5 месяца просидел в элитных таких условиях после того. Ну, вот потом уже отправили на этап, когда уже пришел приговор, или как его, по апелляции уже Ну, приговор приговор вступил в силу, все, апелляция прошла, да. вступил в силу, да. Там побыл 2 недели, ну и в двойку приехал. В двойке там попал, ну, как Отряд обычно, викингов, 16-й отряд. Я же в двойке да-да-да, был. Три 16. года я в двойке А просидел. ты тоже в двойке был, Да, я был Дима? в двойке. С 21 по А, конец 24. Пока меня не раскрутили, я по 411 потом в Мозырь поехал. слушай, а я, наверное, твою фотографию там видел, точно. Да, Там Павел же был Спирин, и Бабарики, этот сын самый Бабарики, сын. да, его как раз передо мной раскрутили. Андрей Будай, Павел Спирин. И был еще один, какой, запомнила его, не фамилию не запомнил, такой полный парень там был, не помню фамилию, фотография была. Его тоже Я статью знаю, где перепутали. он находится. Возле столовой, там 16-й локалка, отряд. 4 и 16. 4-й, 16-й. При тебе там был лысый такой? Да, ну завхоз ваш, да, лысый. Завхоз, да, Он там завхоз. спортсмен, по гирям, чемпион такой. Он же там, наверное, Да, что уже там с хрен знает гирями, ну сколько лет. козел козлом. Он Там там очень смысл давно. такой. Люди, которые пенсионеры, кто получает пенсию, есть такая там на фонд отряда, там, на Конечно. фонд секции. Вот. Потому что я категорически ничего не платил, однозначно. Со мной тоже там Феденич был, Крылов был. Федынича я там Крылов. видел тоже. А у нас же, знаешь как, с нас ничего не брали. Особенно вот где-то, может, 23-й год, когда там произошла ситуация такая. Говорили, что с экстремистов все, даже на фонд отряда ничего не покупать. Даже чистящие средства нам чтобы не покупали. Именно они сами говорят, нет, мы не будем брать. То есть вот такая вот система. А с пенсионеров, видишь, они взымали, да? Я же получал пенсию тоже по инвалидности. И вначале, значит, тоже вот этот лысый попытался на меня наехать. Мы с ним поговорили, и он от меня со временем отстал. Но вот эти деды, которые там сидели, в основном там за педофилию, вот такие вот обычно, или там с инвалидностью, они каждый месяц фактически платили какую-то мзду. Потом их, вот этот по идеологии там был, их вели, короче, куда-то в кабинет к нему, и они на камеру говорили, что вот эту вот сумму они добровольно жертвуют на колонию или на отряд. Тот, кто не платил, там были такие, это уже они и по ШИЗО постоянно мотались, и отношение к ним уже совсем другое было. Они уже были в немилость. И фактически вот этот козел, этот лысый с козлятами, вот и пытались они их все время там требушить. Потому что я как раз приехал, меня положили на Федынича место, его перевели в другую секцию. И на этом же месте когда-то был Володя Гундарь такой. Он сейчас сидит тоже в тюрьме. Он тоже там, когда ему... Это с этим, с Автуховичем, который закрыли их по этому делу. Он сидит на этой... То есть он тоже был в двойке в этом 16-м отряде. Но его там вспоминали как человека, который мог за себя постоять. Спуску он им тоже не давал. Кто там дальше? Ну, в принципе, я могу сказать, что там уже в колонии мне полегче было. И я вот так прикинул, я фактически в отряде был всего 4 месяца за год. Вот, потому что сразу на месяц там была, забыл врач, ну, нормальная женщина. Сразу меня на месяц в больничку положила, потом я пришел в отряд, где-то 2 месяца побыл и отправили меня на СИЗО-1 туда, на областную. Там 3 месяца пробыл, потом приехал опять в ШИЗО посидел и уехал на Оршу на реабилитацию. И уже когда обратно возвращался, меня уже, это в декабре было, меня уже забрали, в принципе, из карантина. И вот этот последний раз, когда я уже возвращался, там вот Ильяшев Игорь, да, кажется? Муж Андреевой, Катерины Андреевой. Андреевой, да, вот со мной был. Нормальный парень такой, мы с ним как-то так сошлись, гуляли вместе, разговаривали. По поводу помощи ты сказал, что в колонии нормально, да, тебе Ой, оказывали помощь. господи, я, честно говоря, тут это... Я удивлен, что здесь творится. Когда я сидел в тюрьме, я думал, здесь за нас тут, борются, что тут люди приезжают, им помогают. Оказывается, никому мы не нужны. Это Тихановская, я так понимаю, она не то, что там политзаключенных, которые сидят за них, не боролась со своим этим офисом. Она за своего мужа, насколько я понимаю, даже не боролась. Я, как сюда приехал,
то, по правде говоря, ну, у меня было такое удручающее состояние, вся культя в крови. Хорошо, у меня здесь сын уже живет давно, ну, в принципе, уже и обывательство польское, то у меня было ехать куда, и проблем у меня, как бы, как у других, в принципе, больших нет. Но тогда у меня возникли проблемы по мелочи с этим ЦБСом, какие они там озверевшие на меня кидались, из-за того, что попросил дочери оплатить. Они курсы польского языка. Это недветская медсестра с Глубокого, которая вроде как пообещала, потом начала прятаться, потом не выходить на связь. Я ей пишу, она не отвечает. Ну, позвонил я Ермаковой этой Ане, это тоже озверевшая, да я на вас в милицию подам. Ну, и впоследствии как бы понял, что платить никто не будет. Вот. Ну ладно, я, значит, это самое, вот этот наш чат, который внутренний был, группы, которые мы приехали. Я тут ее смс, не смс, в Телеграме, ее посты, которые она мне посылала, я выложил и говорю, не надо так ее возносить. Посмотрите, вот человек что пишет, что и обещание дает, потом не выполняет. Я от нее пытался добиться, да или нет. Ну и впоследствии она уже написала, что и заявление на меня в полицию напишет, и больше вы от меня ничего не получите. Хотя, понимаешь, такая вот интересная ситуация. Кто она вообще такая? И почему не получишь? Это же не ее. Это фактически то, что они собирают, это люди собирают. Понятно, да. Но смотри, просто тут есть несколько ситуаций. Есть фонды, европейские разные программы выделяют для фондов деньги. Есть, где люди выделяют. Это, например, вот Байсол, то, что Байсол дает, это собирают люди. А, как правило, вот эти Байсол, все да, я знаю. вспомогательные программы, это фонды, и они за это отчитываются. И там, как правило, во всех этих программах есть условия определенные. То есть ты подписываешь, допустим, бумаги о том, что ты не будешь разглашать данные, кто этим занимается, как там, что. То есть, ну, по конфиденциальности, например, есть бумаги такие. Там еще какие-то могут быть. То есть, ну, в каждой программе они есть. Ну, и это имеет значение. Это, допустим, имеет значение, если тебе оказывается помощь. Но когда прошло полгода, и мне оказывал помощь мой сын, возил по докторам, а не только обещания, единственную бумагу о неразглашении я подписал только с Ликовит, потому что они вначале подорожники Ликовит, то туда меня кидали. Ну, в конечном итоге подорожник начал мне зубы делать. Но с подорожником, это подорожник, в принципе, при весне вот эта организация. Подорожник, я с ним никаких не подписывал документов, вообще никаких. И вот когда возник момент с этим Ликовитом, когда у Петрухина выступил и сказал, что я здесь полгода, и никто мне ничего, это самое. У них, они мне вообще ничего не оказали, вообще ничего. Они тут же меня с программы выкидывают, понимаешь? То есть Как это объяснили? Это то, что ты нарушил договор о конфиденциальности. Хорошо, пускай так будет. Хорошо, они меня выкинули. Но потом, тут же, через пару дней, меня выкидывает и подорожник. То есть мне фактически один имплант сын поставил, один они поставили, ну и зубы полечили. Вот. И до конца это не закончено. Это все процесс шел. То есть у нас уже, можно сказать, начались договорные отношения, так как они провели уже оплату. И никаких подписей не было, никаких документов я не подписывал. Потом там Василиса такая есть, прибегает ко мне к стоматологу и говорит, подпишите бумагу. Я читаю, а там вот именно о неразглашении, все. Говорю, подожди, дорогая. Мы уже вступили с тобой в договорные отношения, и вы начинаете менять условия в одностороннем порядке. Давайте будем разбираться. Нет, это общее условие, я тебе просто скажу, для всех. Нет, то есть подожди, с конфиденциальностью это уже прошло почти полгода, понимаешь? Они уже 2 месяца мне лечат зубы, или 3. И в середине этого они мне подсовывают эту бумагу. Я говорю, я ничего не буду подписывать, давай будем разбираться. После этого в весне, которая фактически организация правозащитная, они создают комиссию и голосуют, чтобы исключить меня из программы. Я им сказал, я вам подпишу эту бумагу, только давайте, если это будет договор, вот в договоре у каждого, ну, у каждой стороны должны быть равные условия. То есть у меня получается, я не должен что-то разглашать, а говорю, хорошо, а вы тогда пропишите, что за такое-то время вы мне все сделаете. И они отказались от этого.
Они не захотели это делать. Как бы мне это самое, большой беды в этом нет, у меня сын стоматолог, поэтому я сильно за это не переживаю. Но я хочу сказать другое, что вот мне люди из Германии звонят, там тоже проблемы с помощью. Вот с нашей группы туда уехала девушка, у нее проблемы с помощью. Приехали тут знакомые, которые тоже с двойки, но он просил не называть опять фамилии. Я говорю, пока вы, говорю, будете бояться, пока вы не будете ничего говорить, ничего, я говорю, не будет. Как это такое? Ни отчетности, ничего. Просто смотри, я тебе объясню, какая система. Помощь оказывается, должна быть оказана всем, но по факту именно вот все четко, как надо, хорошо оказывается помощь людям медийным и с каким-то политическим капиталом, которые известны публично. Вот, допустим, наша группа, да, там в основном все люди были такие, и вот даже лично взять меня. То есть мне помощь была оказана в полном объеме, вся, максимально быстро, оперативно, четко, без всяких вопросов. И другим там тоже, кто с нашей группы был, вот если взять. Я с этим столкнулся, собственно, почему я стал интересоваться этим вопросом. Когда стал об этом говорить, то люди обычные стали писать, что мы о таком даже не слышали, то есть огромные проблемы существуют. Я понял, что это все неравномерно, это не только вот всем так помогают, а это оказывается по-разному. То есть нам так, а есть люди, которым по-другому совсем. Я вот сейчас стал выяснять, почему мне интересно было с вами поговорить, чтобы узнать вашу историю, как процесс происходил у вас, чтобы все это сравнить и показать, потому что они говорят, мы вообще, у нас все нормально. Все скрины, их переписка, понимаешь? И там только обещания, то не работает, то денег нет, то еще что-то. Проходит полгода. И мне уже, честно говоря, надоело. Я просто думал, что это и дальше будет продолжаться. Потому что, как бы я уже начал и на каналах это слушать, и читать о таких вещах. Помощь оказывается неравномерна. Это можно взять на примере тех же северинцев, детков, которые там в это самое высказывались. Латушка и премьеры пытались назначить. Но, честно говоря, вот эти люди меня очень сильно удивили, поэтому на сегодняшний день у меня из политиков нет, кто бы имел бы какой-то авторитет, даже тот же самый Беляцкий. Когда от этой... А Статкевич? Статкевич уже, извини, пожалуйста, это уже не боец, мне кажется. Но когда Беляцкий принимает какие-то медальки от этой непонятной, которая предала все, и неизвестно, что за деньги получила. Да вокруг нее, посмотри, окружение какое. Не, я просто к тому, ладно бы там людей прессовали. Вот со мной сидел в 4-м отряде Генрих Околотович. Священник Ксенз, да. Я с ним очень дружил. Так послушай, ему 65 лет, он на 10 лет старше меня, и он не признал ни вины, ничего не признал. И он рассказывал, как его там и пытали, и как он на этих мягких комнатах, как ему баб подсовывали в камеру. Там даже такие вещи были. И человек не признал вину. Они месяц посидели, тот же, Кобец, месяц посидел. И уже, пожалуйста, подписал. Ну что это за такие? Это политики? Как им можно верить? То, что он вышел, сказал, что я не подписал, потому что там за семью боялся или еще за что-то. Так у меня тоже семья, извини, пожалуйста. И в худшем положении я был, чем они. Хорошо, и что сейчас? Вот на какой стадии находится вообще положение там? Что тебе говорят? Все, они отказались помогать? Я с ними не на контакт не иду, не они со мной на контакт не идут. Я им единственное отправил подорожник, такое предсудебное письмо, где согласно, видишь, тут опять же, они находятся в Литве, оказывали услугу здесь. Поэтому я не знаю, я, может быть, в прокуратуру напишу, что фактически причинение вреда здоровью, потому что, лечение не закончено. Посмотрим, что прокуратура ответит. Вот. И тут Василиса, у меня с ней контакты есть. Допрашивают ее или опрашивают, как оно будет. Посмотрим, какой они ответ мне дадут. Потому что так не делается. Я это не от одного уже человека здесь слышу. И мало того, там есть такая, шелтером тут заведует Анна Федоренок. Так я с людьми созваниваюсь, разговариваю, говорит, настолько бескультурный человек, настолько по-хамски разговаривает с людьми, которые там проживают. Там начитался, что она себе там и сборы венки ложила, или что там, хоронила себя. Было сообщение, что ей прислал кто-то венок похоронный, она говорила, что угрожали. Я этому не верю. Это такой способ бабла скосить. Ты думаешь? Я думаю так. И что думаешь дальше делать?
Да у меня все, в принципе, как бы нормально. Сын хорошо зарабатывает. У меня тут инвалидность польская. Мгм. Тоже платят кое-какие деньги. А общественно-политическая жизнь? Участвовать каким-либо образом? Может, Ну, я блог свой никогда, вести? Дима, политиком не был. Я никогда политиком не Может, был. пришло И время стать им? мы собирались вообще в Польшу уезжать в свое время. Мгм. Поэтому я сейчас стою, ну, как бы с женой, с семьей, мы стоим перед выбором или уже больше не возвращаться в Беларусь. И, возможно, мы такое решение и примем. А ты планировал сейчас при лукашенковском режиме вернуться в Беларусь? Но это, возможно, будет новый срок. Почему вас и Нет, выслали? я имел в Беларусь вернуться, если там изменится Да-да-да, какие-то. так это все, наверное. Ну, многие так сделают. Да, Я, допустим, вернусь. но, ну как, приехать приеду. Но я, понимаешь, сейчас в Беларуси, сколько тебе лет? 38. Ты, значит, 90-е годы не захватил. Ну, захватил, ну, как бы в Не, детстве, ну да. ты их слабо помнишь. Я просто вспоминаю, что Я это помню было в 90-е 90-е годы. годы. И когда вот это все там начнет валиться, это будут Ну, опять да, вторые так я об этом и 90-е годы. говорил, что это будет И вторые я их 90-е годы. просто не хочу больше, не хочу, чтобы мои дети это видели, не хочу я вот этого видеть. Потому что вначале вот эти вот квазиполитики, которые, ну, Тихановская туда не поедет, она поедет в Филадельфию. Вот. Ну, тут же вот многие же, которые, я уверен, что они туда приедут, потому что здесь и на предвыборную кампанию, я думаю, уже у них бабла сколочено, и что там будет. И начнут эту Беларусь рвать как могут, потому что там интересы и России, и Китая, и Польши, и кто-то что-то будет представлять. Тут же это в любом случае будет, потому что переход от лукашенковской системы к какой-то другой, это в любом случае будет Это все надо жесткий ломать, переходный полностью период. ломать. Честно говоря, я сейчас вот так думаю, наверное, как случилось это со мной в 16 году, надо было тогда свалить сюда, и, может быть, все было бы по-другому. И 10 лет фактически вот этой жизни, которой борьбы непонятно, как с ветряными мельницами получилось. То есть ты не Потому что веришь в то, что в Беларуси можно и нужно что-то делать, менять режим? нет, нужно и можно Нужно. делать. Обязательно это надо делать. Только я хочу сказать, я уже не воин.